Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Учебные заведения и поставщиков школьного питания будут проверять внепланово. Такое поручение Роспотребнадзору дал президент страны Владимир Путин. Напомним, обеспечить всех учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием президент России поручил в середине января. Соответствующий закон подписан в начале марта. Как обеспечиваются питанием школьники Якутии, какие нарекания высказывают родители и что выявило анкетирование родителей и проверка школьных столовых региональным отделением Общероссийского народного фронта. Об этом мы поговорим с нашим гостем. Это руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Якутии Валерий Лютый. Валерий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, если говорить в целом, как вы оцениваете переход младшей школы на бесплатное питание? Ну, конечно же, положительно. И этот вопрос детей, приоритет детской политики, а он, конечно же, направлен в том числе и на школы. И мы не зря голосовали сейчас и за Конституцию, приоритет детства. И мы рады, что это произошло. Наконец-таки у нас будет полноценное и питание для всех, независимо от материального состояния семьи. Поэтому только положительно этого оценим. И думаю, что сейчас главное, как правильно и качественно исполнить это, так сказать, поручение президента и эту программу. Ну, скажите, а кто сейчас занимается поставками школьного питания и существуют ли какие-то проблемы с этим? Ну, поставкой школьного питания занимаются те учреждения, которые прошли государственный отбор, государственный конкурс и государственные компании. Но проблемы также существуют, конечно же, без проблем не обходится и здесь. Поэтому нам поручено и обеспечивается сейчас это общественный контроль, чтобы выявлять эти проблемы. Вот мы, как Народный фронт, возглавили эту, как правильно сказать, работу. Вся работа Народного фронта строится на экспертах, а в этом сейчас, как детское питание, дошкольного тем более, лучше экспертов, чем родителей, нету. Поэтому в нашем случае это родительские комитеты, они являются нашим лучшим помощником в этом вопросе контроля. А проблемы выявляются, конечно, разных в школах по-разному, разная материальная подготовленность школ к этому вопросу. Но я хочу отметить следующее, что мы отмечаем, что качество питания зависит прежде всего от качества продуктов. Потому что та сумма, которая сейчас заложена государством и республикой, это 100 рублей. Я хочу подчеркнуть, 100 рублей не на сумму питания, а это на закуп продуктов. Только на закуп продуктов. То есть фактически оно получается больше по выходу готовой продукции. Поэтому сейчас важно, чтобы на эти деньги покупались качественные продукты, и тогда, я думаю, что будет и качественное питание. Также, кроме проблемы, как вы сказали, проблема выявлена следующая еще, что не во всех школах, а у большинства школах оборудование требует замены. И это качество тоже влияет на качество изготовления продукции. Поэтому мы будем просить и ставить вопрос на региональном уровне, может быть и на федеральном, чтобы такая программа поддержки замены оборудования в школьных столовых тоже была взята, так сказать, принята. Вот если говорить о качестве, опять же, питания, судя по некоторым сообщениям, которые появляются и в социальных сетях, и родительских чатах, многие дети младшей школы жалуются именно на качество бесплатного питания. Общероссийский народный фронт проводил анкетирование родителей, насколько я знаю. Появились ли уже какие-то результаты этого анкетирования? Я хочу, вы совершенно правильно говорите, только хочу подчеркнуть, мы проводим анкетирование, оно еще не закончилось.
И любые факты нарушений, они требуют времени, проверки, вникнуть в детали, в суть. Наша же задача не заниматься же просто критикой или говорить тут плохо, вы надо выяснить, почему плохо. И я уже подчеркнул, что первое, что главное, что это качество питания, а качество питания зависит от качества продуктов, из которых они изготавливают. Они должны быть полезны, они должны быть приносить витаминизированные и так далее, и так далее. То есть отвечать всем требованиям именно детского питания. Что касается некоторых случаев, это мы берем и с ними разбираемся. Я не хотел бы сейчас о них говорить, потому что все-таки нам важна системность, системное решение вопроса. А те случаи недостатков и каких-то там инцидентов в школьных столовых, конечно же, с ними надо разбираться, и мы уже почувствовали, что у нас идет соответствующих органов хорошая реакция. То есть у нас есть взаимопонимание, от нас не отталкиваются, не отнекаются. Министерство с нами встречается, и Министерство образования, и Министерство здравоохранения, и Санпиннадзор. То есть мы со всеми сейчас стараемся работать. Но еще раз говорю, государственный контроль – это одно, общественный контроль – это должно быть помощь, а не противодействие. Наша общая задача должна быть сделать качественное питание. Но вот кроме качества питания много нареканий по ценообразованию. В частности, родители отмечают, что при фиксированной цене для младшей школы цены на питание для средней школы и старшеклассников при переходе столовых на аутсорсинг взлетают почти в 2 раза и больше. Так ли это? Нет, я не соглашусь с этим, потому что цена остается фиксированной. Фиксированная, я уже подчеркнул, 100 рублей на закуп продуктов. Расходы все остальные несутся республиканскими, Министерство образования, школы и так далее, то есть по договорам. Что касается абсурдного, нет, мы проверки проводили, никаких цен, где это незаконно. Мы будем с этим вплоть до прокуратуры обращаться, если такие факты будут. На сегодняшний день у нас скачка цен не обнаружено. Мы будем тщательно следить. Но еще раз говорю, что значит скачок цен? Если бы платное было питание, тогда мы бы говорили там, как обосновать, просили бы обосновать такое цены. Но у нас, еще раз говорю, это заложена сумма государством, цена обеда, завтрака фиксирована. Другое дело, что у нас вопрос, что у нас первая смена получает только завтрак, это там каши, определенные легкие фастфуды там и так далее, возможно. А вторая смена получает уже полноценное питание. То есть вот тут, здесь с этим еще есть вопросы. Но я еще раз говорю, обнадеживает то, что подход в целом сделать все функционально и качественно. И любой родитель может обратиться в Всероссийский народный фронт с фактами, которые их тревожат. Мы будем разбираться с каждым фактом, будем стараться выезжать на место. Конечно же, я хочу обратить внимание, что у нас транспортная схема очень сложная, и не везде мы сможем, возможно, сами лично выехать, но у нас есть активисты в республике, и мы будем обращаться к самим родителям. Мы им доверяем. Еще раз, родительские комитеты – это та основа, на которой и будет основан родительский и общественный контроль школьного питания, детского питания, дошкольного питания именно на местах. Ну вот говоря о проверках, какие школы посетили представители Общероссийского народного фронта и как эти проверки обычно вообще проходят? Ну, еще раз говорю, мы выезжаем, мы стараемся, чтобы это присутствовали и министерства, представители, и обязательно родительский комитет, кто-то из родительских комитетов. Потом все-таки, вы знаете, у нас сейчас ситуация такая, что, ну, непростая с пандемией, я имею в виду вирусная ситуация. И, конечно же, желательно, вернее, нежелательное появление каких-то там толп людей с благими намерениями там, и так далее. Там. Поэтому
все это делается должно в разумных пределах. И там, где есть такая возможность, небольшими 2-3 человека группами, соблюдая все санитарные нормы, мы просто... Самое главное же еще, что проверить не общение, не заходя в школу, можно проверить по спискам, по документам качество сорта, какого сорта закуп риса, какого тушенка, просрочено ли там. То есть такие вот факты мы выявляем. Теперь по школам мы только посетили сейчас несколько школ, но основная работа ведется сейчас у нас на анкетирование, понимаете, потому что после рейды у нас будут уже по фактам, заявленным самими родителями, родительских комитетов. Вот нам нужно же не показывать хорошую сторону. Все хорошо, это и все понятно, что хорошо. Нам нужно сейчас реагировать там, где будут проблемные места, выявлять и стараться их решить до того, как говорится, чтобы это не приобрело какой-то такой вот неконтролируемый характер. Поэтому еще раз говорю, что основная задача – это слушать родителей, родительских комитетов. Повторяю, Общероссийский народный фронт – это союзник, это то общественное движение, которое по поручению Владимира Владимировича поможет родителям отстоять свое право, или сказать, общественное мнение, указать на те недостатки, чтобы они были услышаны и исправлены. Скажите, а проводился ли какой-то анализ, и есть ли понимание, какие необходимы именно системные изменения, чтобы и дети получали качественное, вкусное и горячее питание, и бизнесу было интересно работать в этом сегменте рынка? Вообще такая ситуация возможна или нет? Почему нет? Вот сейчас, если это фиксированная цена, самое главное, чтобы она была соответствовала нашим регионам, потому что у нас в других наших районах, нашей республики, где ценообразование другое, там будет коэффициент учитываться. Ведь и бизнес, он должен тоже, он имеет право, и он, естественно, идет, чтобы зарабатывать при оказании качественной услуги. Вот. Это вот правильное ценообразование, и за этим тоже мы должны прислушать и ту сторону, слушать внимательно. Если там будут проблемы, именно нехватки средств или какие-то проблемы с разрешительной документацией, то есть я подчеркнул в самом начале, что задача общественного контроля – это не мешать и не критиковать, а выявлять и обращать внимание соответствующих органов для решения этой проблемы. А именно, еще раз говорю, слушать и услышать именно потребителя. Настоящие потребители – это, конечно же, ученики, но сами ученики жаловаться не могут, поэтому мы будем слушать и работать с родителями. Вот если обобщить, есть ли какие-то рекомендации, которые региональное отделение Общероссийского народного фронта намерено дать Министерству образования и другим участникам организации школьного питания? Рекомендации сложно давать сейчас. Еще раз говорю, вот мы хорошо бы встретились с вами по завершению нашего мониторинга, потому что сейчас у нас факты перепроверяются, и еще раз говорю, не без проблем проходит. В целом, еще раз говорю, мы довольны той картиной, которая слаживается, деньги выделены, вовремя приходят. Рекомендации – это создать программу по замене оборудования. И у нас не все столовые приспособлены для функционально выполнять ту задачу, которую они выполняют. Готовки и так далее. Здесь вот надо обратить внимание, помочь не только, как говорится, советами, но и материально. То есть мы должны в бюджете республики предусмотреть какие-то средства, пускай не сразу, планово, ежегодно выделяя на замену и оборудования. И, наверное, ежегодно надо запланировать. Мы знаем, что, наверное, неизбежно может быть у нас и инфляция быть, чтобы эта сумма на питание, она не становилась меньше, а увеличивалась.
Что ж, с огромным удовольствием встречусь с вами еще раз, когда у вас будут на руках готовые данные о проведенном мониторинге. Валерий Алексеевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы, и всего вам доброго. Всего доброго. Это была программа «Актуальное интервью» на том, как обстоят дела с горячим питанием в школах и как ведется мониторинг за качеством питания. Нам рассказал руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Якутии Валерий Лютый. Берегите себя, не забывайте строго соблюдать масочный режим, дезинфицируйте руки и соблюдайте социальную дистанцию.